Они были такими сильными, что море казалось по колено. Ветераны афганов вспоминают военную технику, которую увидели на трофейной выставке в Магасе. Примерно на таких больших боевых машинах 20-летние молодые люди, а ныне ветераны, выполняли боевые задачи. Сейчас они кажутся, конечно, огромными, а тогда в Афганистане каждый из них с легкостью управлял боевой техникой. Спали, как говорят, с открытым взглядом, а ноги держали словно обреки, носок на пятке в боевой готовности. В день военного разведчика каждому из них есть что вспомнить. В 79 году. Это уже но я же без клуба. Да, я что ты бы сачали. Да, как это было? Да, он садяка. Уж мало его сатин важвали, вала была бакмутшазы. А я ваш маленький тече, мустадаши взял. Койоты нужно бахтишь, а мана бьешь. День военного разведчика тоже их профессиональный праздник. В зале афганцы, которые служили в разведке, на их боевых значках написано «Работали не ради награды, а на благо своей родины». Так и было. Каждый на своем посту до последнего был верен данной присяге. Как бы много лет ни прошло, вспоминать работу сложно, но такие мероприятия объединяют. Хочу поздравить всех ветеранов военной разведки с этим знаменательным днем. Это 106-я годовщина в этом году отмечается военной разведки. Есть, конечно, много о чем говорить, но есть вещи, о которых можно говорить, и есть вещи, о которых нельзя говорить. А так между собой мы встречаемся, обсуждаем все, решаем, помогаем друг другу. Разведчики всегда в тени своих подвигов. Их работа была и остается под грифом «секретно». Рассказывать о многом нельзя, да и вспоминать тяжело. Гурсман Муталиев в Афганистан попал, едва окончив школу. Даже не представлял, что ждет его там. Подрыв в колонии в фугасе, осколочное ранение. Разведчикам быть нелегко, ведь именно они всегда первые на линии соприкосновения. Рискуя жизнью, проводят разведывательные мероприятия. Уверены, никакие дроны не заменят настоящего воина. Военные разведчики нужны были в любое время, уже 106-я годовщина, как без военной разведки никакой ни структура не обходится, потому что военная разведка – это уши, глаза всех других подразделений. Сегодня в мероприятии участвуют и действующие военнослужащие разведки, которые буквально накануне приехали из зоны специальной военной операции, где блестяще отстаивают интересы Родины наравне с боевыми товарищами. Ветераны Афгана молодым защитникам Отечества желают больше побед и вручают памятные награды. В рамках мероприятия произошло также еще одно важное событие для афганцев СКФО. Указом председателя комитета воинов-интернационалистов при Совете глав правительства СНГ Николая Шуба, председатель Российского союза ветеранов Афганистана по Республике Ингушетия Гурсман Муталиев назначен на должность спецпредставителя комитета по Северокавказскому федеральному округу на общественных началах. Инвалиды, ветераны, халха, воин организации, афганские ярс, всех объединили. Хочу помогать на протезирование, госпитализации, курортные санатории, возможно, что уже юака и расширенный. День военного разведчика – это профессиональный праздник всех причастных к истории военной разведки России. Традиционно он отмечается 5 ноября. Впереди у собравшихся еще долгие разговоры и воспоминания о прошлом, которым делиться они уже будут без нас. Лина Сычоева, Магомед Диндиев, Магаз 24.